Отметим нашего льва, величайшего из великих, имама Шамвиля. Как все привыкли, назовем Шамиль. Человек необыкновенной твердости духа, мужественности, храбрости, величия. Единственный человек, перед которым правитель халифата, османский султан, встал со своего трона, поцеловал ему руку и предложил свой трон. Единственный раз за всю историю османского халифата, за 600 с лишним лет. Это не было до этого и после. Он просил прощения у Шамиля и просил очень сильно, чтобы Шамиль стал во главе государства. Но Шамилю это все не надо было. Шамиль не воевал за власть, как некоторые думают. Шамиль воевал за религию Всевышнего, в первую очередь. И как мужчина, жил как мужчина и умер тоже как мужчина. И Всевышний возвысил его. И одну вещь не забывайте. По воле Всевышнего Аллаха он был похоронен в Медине, городе посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Аллах как возвысил его в жизни, так и после смерти тоже возвысил. А тем, кто что-то говорят против него, это люди, которые говорят против воли Аллаха, против милости Аллаха, против самой религии ислам. Но мы знаем, что шейх Шамиль стал шейхом тариката. И даже вспомним одну вещь, что он был мюридом и Мухаммада Иракского, затем был мюридом Джамалуддина Казикумухского. Такой великий, смелый, храбрый человек слушал наставления старших.